Ваши дети сегодня владеют татарским языком? Они понимают, но уже разговорная речь исчезает. Нужно ли детям национальное образование? Этот вопрос в этой семье всегда имел утвердительный ответ. Но, как признается мама двоих детей Чулпан Каюмова, одного желания родителей, к слову, представителей коренного народа национального региона, граждан многонациональной страны, мало, чтобы притворить это свое право в жизнь. Мы отдавали как в татарскую группу, попали в обычную. Как бы все стараются разговаривать на универсальном языке, который понимают все, это русский язык. У представителей родительского сообщества отсутствие в больших городах действительно национальных воспитательных учреждений вызывает большую озабоченность. Однако, согласно официальной статистике, в республике свыше 750 детских садов с татарским языком воспитания и обучения, которые посещают более 36 тысяч детей. В 585 детсадах организованы отдельные татарские группы. Но цифры этой красноречивой статистики весьма разнятся с реальным положением вещей. У нас все-таки нет условий для воспитания детей на родном языке. Конечно, где-то локально эти условия есть, но так как многие родители не имеют там территориальной возможности, да, у нас все-таки нет среды татарской в детских садах и в школах в том числе. Безусловно, комплектование групп по территориальному признаку – это серьезное упущение, которое препятствует созданию в детских садах родной языковой среды. Но многие эксперты полагают, что главная и основная проблема – это дефицит национальных кадров, которые могли бы работать в билингвальной среде и с легкостью переходить во время учебного процесса с одного языка на другой. Директор нового полингвального комплекса Казани признается, что кадровый вопрос остро стоял даже у них. Что уж тогда говорить о рядовых учебных и воспитательных учреждениях. Мы 100% укомплектованы учителями, у нас нет вопросов. Мы, предвидя это, работали уже загодя, поэтому, соответственно, у нас вакансии закрыты все. Ну, в целом, проблема же такая существует. Существуют проблемы с начальными с учителями начальной школы. Не просто найти интересных предметников естественно-научного цикла. Я недавно объявлял конкурс учителей татарского языка. Я приглашал для тех, кто сможет вести уроки, кто сможет влюбить детей в татарский язык. Вы знаете, как мало людей откликнулось? Система образования Российской Федерации всеми возможными путями выдавливает родные языки из системы образования России. Остается только русский язык. И в качестве родного, и в качестве обязательного обучения, и в качестве языка образования. Поэтому в нашей стране русское образование процветает, а образование на языках народов, даже на татарском языке, они умирают. Умирают они на корню, потому что не ведется подготовка кадров. Казанский педагогический колледж – один из самых старейших и не менее знаменитых учебных заведений по подготовке этих самых педагогических кадров, воспитателей детских садов и учителей начальных классов. 140 лет тому назад колледж назывался Казанской татарской учительской школой, которая была создана по инициативе великого татарского просветителя Шигабуддина Марджани. Но на этом в истории с национальными корнями можно смело поставить точку. И вот почему. Ежегодно Казанский колледж выпускает более 250 специалистов. Их разбирают на выходе сразу. У нас достаточно большая потребность в учительских кадрах. Сейчас вы знаете, что в рамках нацпроекта «Демография» строится много школ, детских садов. Только по городу Казани очень востребована профессия учителя начальных классов, воспитателей детей дошкольного возраста. И поэтому мы максимально, в общем-то, стараемся решить проблему нашего города. С 2014 года колледж стал ресурсным центром. Здесь есть все современные технологии для подготовки высококлассных педагогов. Потому колледж входит в топ-100 лучших учебных заведений России. Казалось бы, какое прекрасное место, какие уникальные возможности и перспективы. Но, как говорится, орлов растят не для нас. С 2013 года колледж прекратил подготовку татароязычных воспитателей и учителей начальных классов. Виной тому, опять-таки, пресловутые государственные стандарты. Вот уже 7 лет единственное в Казани среднее профессиональное педагогическое учебное заведение не готовит национальные кадры для столицы республики, где на
минуту проживает свыше полумиллиона татар. Педагогические колледжи, они выстраивают свой учебный процесс в соответствии с классификатором профессий, да, специальностей, в которых, к сожалению, преподавателей татарского языка или иностранного языка в настоящее время нет. По словам директора, колледж, по сути, может удовлетворить любые запросы общества, был бы заказ. Учредителем данного учебного заведения является Министерство образования, но отнюдь не России, а Татарстана. Соответственно, колледж выполняет государственный заказ на подготовку педагогов не федерального центра, а самой республики. Но почему-то у Министерства образования национального региона за прошедшие 7 лет так и не появилось желания воспитать в столице действительно национальные кадры, причем в таких уникальных условиях, за которыми едут со всей России. Хотелось бы, чтобы на эти вопросы смог найти ответ уже новый министр образования и науки. В первую очередь, если Ильсур Гараевич сможет, если ему это в силах, то необходимо, конечно, восстановить билингвальные группы во всех педагогических колледжах, и все группы должны быть билингвальными, по крайней мере, госзаказ должен быть направлен на билингвальные группы. Бурганов выполнил ту задачу, которую ему поставили. Скандалов нет. И это, опять же, очень важно. Но ведь мы же все понимаем, что просто, чтобы не было скандалов, это мало. Необходимо, чтобы все были счастливы. Недостаточно, чтобы были счастливы руководители. Недостаточно, чтобы не было просто этого плохого и того плохого. Надо, чтобы все народы нашей России, и чтобы у нас в Татарстане оба великих народа, которые у нас есть, были счастливы. От того, что об этом мало говорят, на самом деле этих людей немало, кто хочет, чтобы татарский язык оставался, жил, чтобы дети разговаривали на татарском языке. Поэтому это просто так умалчивается, не говорится, и поэтому всем людям кажется, что всем все равно на татарский язык. А на самом деле это не так. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.